Если вы не знали, что такое Илтумен и что это важнейший орган наряду с судьями и главой, если вы не знали, кто на самом деле самый главный в Якутии, то это видео для вас. Начнем с простого. Что такое государственная власть? Проще говоря, это право управлять людьми и распоряжаться ресурсами. Государственная власть может быть разной по форме государственного правления. Если, например, эту власть выбрал сам народ через голосование, она называется республика, как в России, Франции, Германии и в большинстве стран мира. Если власть находится в руках монарха, короля, князя, императора, она называется монархия. Это Великобритания, Саудовская Аравия, Испания и еще несколько стран. Чаще всего монарх передает право власти по наследству, а его правление бессрочно. Есть еще несколько видов этих правлений, а также множество политических режимов, где республика не похожа на республику, где монархия не совсем монархия, но сейчас не об этом. Давайте рассмотрим республику. Сейчас в современном мире принято разделение государственной власти на исполнительную, законодательную и судебную. Вот ровно здесь люди начинают очень сильно путаться, кто разделил, почему разделил, что разделил. Я объясню. В чем минус монархии? Когда власть принадлежит одному человеку. Вся опасность в том, что человек в этом случае может начать делать, что ему вздумается. Не исключено, что он будет и хорошим грамотным правителем, но если вдруг он начнет осуществлять свою неограниченную государственную власть, исходя из мести, жадности, скупости, глупости, психического расстройства и так далее, то это может привести к непредсказуемым последствиям. И так очень часто случалось. Вот для того, чтобы власть была уравновешенной, философ Шарль де Монтескьё в начале XVIII века предложил ее разделить на три части, на три ветви – законодательную, исполнительную и судебную. Таким образом, каждая ветвь контролирует только часть государственной власти и уравновешивается двумя другими ветвями. Что делает законодательная власть? Она придумывает правила государства, законы. Этот орган называется парламент. Что делает исполнительная власть? Она исполняет и контролирует эти законы. Она называется правительство. Что делает судебная власть? Она решает, кто нарушил эти законы. Они представлены судами, часто высшим органом является Конституционный суд. Вот так просто, как если бы вы придумывали настольную игру с друзьями, и вы договорились между собой, что первый решит, как играть и какие будут правила, второй смастерит игральную доску, принесет фишки и подскажет, какие правила можно добавить еще, а третий будет наизусть знать все законы игры и разрешать между вами споры. Безусловно, жизнь – это далеко не игра, и любые решения в политике могут стоить миллионы жизней. Однако учитывайте и то, что государственное устройство для понимания не так уж и сложно. Ну и вот, плавно перешли к государственной власти в Якутии. Она также разделена на три части. Законодательную власть представляет Государственное собрание Республики Саха-Якутии. Она же и называется Илтумен. То есть Илтумен в первую очередь издает законы. Исполнительную власть представляет правительство Республики Саха-Якутия. Во главе стоит председатель, а еще выше глава Якутии, он же Илдархан. Судебную власть представляет несколько судов. Конституционный суд, он был до недавних пор, арбитражный суд, Верховный суд, мировые судьи, районные судьи и городские федеральные суды. Илтумен состоит из 70 народных депутатов. Как они туда пришли? 35 депутатов выбирает народ по одномандатным округам. Мандат означает полномочия. То есть Якутия делится на 35 условных кусочков с примерно одинаковым количеством населения, по 16-17 тысяч человек, которые наделяют своего одного избранника полномочиями депутата, и это и значит одномандатный округ. Остальные 35 депутатов избираются тоже вами, но пачкой от избирательного блока, партии. То есть, когда вы будете выбирать своего кандидата, вам предложат также выбрать партию, и победившая в округе партия сама выберет, кого из своих представителей посадить на кресло депутата. Они избираются на 5 лет и делятся на созывы. Например, Илтумен первого созыва был избран 12 декабря 1993 года. Сейчас работает и властвует уже 6-й созыв Илтумена с 9 сентября 2018 года и будет там сидеть, по сути, до осени 2023 года. С Илтуменом, нашим парламентом, разобрались. Теперь про правительство.
Правительство Республики Саха-Якутия представляет собой министерство строительства, образования, транспорта и так далее, а еще различные комитеты, управления, департаменты, уполномоченные и так далее. Как формируется министерство? Избранный глава, он же Илдархан, сначала выбирает себе председателя правительства и его заместителей. Председатель правительства – это главный над министрами. И глава спрашивает у Илтумена: вот Иван Иванович в качестве председателя правительства. Как вам? И Илтумен вправе отказать общим голосованием или принять этого Ивана Ивановича и его заместителей в качестве председателя правительства. Как только председатель правительства назначен, они уже с главой выбирают себе министров. В судебной власти судью также выбирает глава республики, а Илтумен утверждает. Да и в целом, как видите, в большинстве основных вопросов глава выбирает, а Илтумен соглашается или отвергает. Также и с законами. Большинство представителей власти имеют право законодательной инициативы. Законодательная инициатива – это право предложить какой-нибудь закон. Илтумен рассматривает законопроекты, принимает, если подходит, а глава их утверждает. А еще, что делает Илтумен? Перечислю некоторые полномочия. Дополняет и изменяет Конституцию, принимает решения по внутренним, внешним, экономическим, культурным и социальным вопросам, утверждает бюджет Якутии и отчет о его исполнении, устанавливает порядок управления собственностью Якутии, устанавливает налоги и сборы, выражает недоверие главе Якутии или правительству. И еще много чего. И еще перечислю некоторые полномочия главы Якутии, он же Илдархан. Он управляет министерствами через своих министров и председателя правительства, может распустить Илтумен на основании определенных законов, назначает согласие Илтумена отдельных министров, председателя правительства и так далее. И еще разные полномочия. Запомните, глава Якутии, он же Илдархан, не может управлять Илтуменом или командовать ему. Так и Илтумен не ведает делами главы. Это две разные силы. Глава ведет органы исполнительной власти. То есть мы выбираем отдельно главу Якутии, который управляет, условно говоря, министерствами. Мы выбираем отдельно депутатов Илтумен, которые управляют бюджетом и принимают разные государственные решения. А они совместно выбирают судей, которые защищают закон. Вот и вся власть. В Российской Федерации все то же самое. Законодательную власть представляется только двумя частями. Это Госдума и Совет Федерации. Исполнительная власть – это президент, премьер-министр, министерства, комитеты и многое другое. Судебная власть – это также Конституционный суд Российской Федерации и многие другие суды. Вы спросите, а где это все прописано? Ну, насчет Якутии – в Конституции Якутии, а насчет России – в Конституции Российской Федерации. Вот тут внимание. Конституция – это важнейший документ, который определяет всю систему государства. Конституция – это основной закон государства. Нет никаких в государстве более важных документов, чем Конституция. Запомните раз и навсегда. Конституция – это, можно сказать, священное писание. Это Библия для граждан государства. И когда его изменяют, когда вносят любые, даже малейшие поправки, или тем более огромный пакет поправок, вы должны каждый раз максимально напрячься. Потому что, повторю, это важнейший документ всего государства, изменений или поправки которого будут касаться всех без исключения людей, которые живут в этом государстве. Мало того, что любые законы в любой стране, не только в нашей, можно по-разному истолковать, интерпретировать, особенно когда у тебя ручной управляемый Конституционный суд. А если у тебя Конституционного суда вообще нету, как у нас сейчас в Якутии, то можно вообще по-разному изощряться. Так и еще всякие крупные поправки, по сути, могут изменить государственный строй и определить особый политический режим. Хороший, нехороший, речь не об этом, а о том, чтобы у вас сложилось о Конституции максимально уважительное и осознанное понимание как о фундаментальном и важнейшем документе в вашей личной жизни, вашей семьи и вашего народа. Я не рассказал вам всех нюансов, но основные понятия они такие. Ну что ж, ответим на главный вопрос этого видео. Кто самый главный в Якутии? Это мы. Народ. Мы вместе и есть власть. Мы сами выбираем своих представителей в Илтумен в виде депутатов. Мы сами выбираем своего главу. Мы сами решаем крупные вопросы в референдумах, а при сильном несогласии выходим на митинги, и все это прописано в Конституции.
Мы сами создаем общественные палаты, движения, партии. Это сейчас вся политика дискредитируется, принижается. Образ депутата как народного представителя, по сути, лучшего человека определенного округа, разрушен. А сейчас депутаты это могут быть просто люди с большими деньгами или их представители, которые могут купить место в парламенте или закидать весь город рекламой, а еще депутатами становятся разного рода демагоги и популисты. Но порой популистов и не отличишь от честных людей, поэтому надо знакомиться с программой, с его репутацией, с его окружением, его словами. Демагоги очень опасны и тем, что могут вовлечь народ по ложному опасному пути. Опять же, нынешние депутаты, да и вообще власть, она не такая однородная и монолитная, как кажется. Часть из них действительно работает, старается во благо республики. Но чтобы не попадаться на разные уловки, чтобы понимать объективную ситуацию в регионе и стране и не пойти на поводу опасных ораторов, читайте мировую историю и знакомьтесь с мировой практикой решения тех или иных вопросов. Узнавайте и подмечайте проблемы и пути их решения в своем регионе. И также контролируйте деятельность ваших и других избранников. Все ли у них получается, делают ли то, что обещали, а если нет, то требуйте. Ил-Тумен и Ил-Дархан – это неотъемлемые части нашего государства. Если вы не знали, но Якутия – это государство в составе Российской Федерации. И это касается всех 22 республик внутри России. И еще был Конституционный суд, который тоже был высшим органом власти, но о нем чуть позже скажу. Итак, наш Ил-Тумен – это представительный и законодательный орган. Представительный значит то, что Ил-Тумен имеет представителей всего народа Якутии, с каждого уголка. И когда в комментариях пишут «никакого толку нету, нужно упразднить Ил-Тумен», вот я начинаю думать, что это пишут либо специально, чтобы подорвать нашу республику, либо абсолютно неосведомленные люди. Мы сами избираем это государственное собрание. Наш Ил-Тумен – это наш народный орган. Мы сами выбрали тех, кто там сидит. Не выбирайте туда проходимцев, и все будет нормально. А сейчас его хотят сократить до 35-48 человек. Было 70, а станет 35. Хотят взять и уменьшить наш народный орган. Если Ил-Тумен сократят, то в него будет очень сложно попасть. Он уже будет не представительным, а марионеточным карманным институтом. Нельзя допускать сокращения нашего парламента, нельзя дать исполнительной власти главенствовать над законодательной. Они обязаны быть равными. Поймите, что только в Ил-Тумен может попасть действительно народный человек. В Ил-Тумен можете попасть и вы, если у вас есть народная поддержка. И вы сможете напрямую оказать влияние на жизнь в нашей республике. Да, нынешний Ил-Тумен, он подневольный, слабый. Можно у них сократить финансирование или его вообще убрать зарплату, например. Я не против. Но вообще убрать – это полный идиотизм. Знаете, если представить государство как за тело человека, то туловище – это сам народ, ноги – это будет Конституционный суд, руки – это глава и правительство, а голова – это парламент. У нас Ил-Тумен. Ноги нам уже отрезали, Конституционного суда уже нет. Ну а и лишиться Ил-Тумен – это все равно, что отрубить себе голову. Это первая проблема. Вторая проблема. Вот буквально в мае месяце убрали наш Конституционный суд. Да, он был маловажным, слабым и ведомым органом. Но он был в спящем режиме. И вообще потерять что-то гораздо легче, чем приобрести. Да и власти сменяются несколько раз за сотню лет, как показывает история. И это был опорный институт власти нашей республики, защитник конституционного строя, высший судебный орган, который и выражал равенство ветвей власти. А теперь оно нарушено. Да и время было до 2023 года, спешить смысла не было. Подробно поправки и упразднения Конституционного суда я рассмотрел в предыдущем видео. Ссылка в описании. Вообще, потеря Конституционного суда – это продолжение краха нашей республики. Запомните это. Между прочим, если наш суд сделать фактически независимым, да и вообще любой суд любой страны сделать независимым и при этом профессиональным, и поставить букву закона во главе, в стране практически при еще нескольких факторах гарантированно начнется процветание. Это, как помните, я привел пример с настольной игрой. И представьте, первый игрок скажет: а можно у меня ладья начнет ходить как ферзь, а я тебе денег дам.
А судья такой, ну ладно, давай. А потом второй игрок тоже скажет, а можно мой ферзь будет ходить 2 раза подряд, и вот тебе тоже денежка. И судья согласится. То логично, что начнется хаос и неразбериха. Поэтому грамотная, неподкупная и независимая судебная власть является по факту основанием для постройки государства. И вот что странно. Все человечество за все время существования билось, сражалось и умирало, чтобы иметь право голоса. Тысячи лет. А тут вам дается голос вот так просто, так легко, как только вам стукнуло 18 лет. Это ли несправедливость? Возможность выбирать и быть избранным? Ваш голос – это единственный способ влиять на власть. Это единственный способ показать, что вы полноценный гражданин этого государства. Пользуйтесь этой поистине великой возможностью, достойно, с умом и ответственностью. Своим голосом вы можете направить вашу страну в сторону прогресса и процветания. А бездействием вы даете право власти распоряжаться над вами без вашего согласия. Мы же вроде как не хотим революции, мы хотим стабильности и спокойствия. Именно для этого и существует республика и ее демократические устои, чтобы мы вместе могли выбирать наиболее достойных, ответственных и профессиональных людей, которые приведут нас к счастливой и справедливой жизни с равными возможностями. Вообще, давайте честно. Все, что я описал выше, это должно быть в идеале. В нашей Якутии и в нашей Российской Федерации все, немного не так работает. А вся наша якутская власть, это не то. Но даже в этом случае это не повод огорчаться. Вы, главное, следите за ними, контролируйте. До сих пор есть масса способов оказывать влияние на власть. Читайте Конституцию, ходите голосовать, выбирайте с умом, защитим нашу якутскую государственность.